Я на этот профиль буду сейчас покупать 50 профилей, да, одного пользователя мне более чем достаточно. Proxy Line, в принципе, достаточно интересный и удобный. Итак, тип индивидуальный, версия IPv4, да, я выбираю Европу, там, к примеру. Теперь нам необходимо вот эти вот данные вбить в наш профиль. Очень хорошо, что такая нестандартная ситуация у нас возникла непосредственно на записи ролика. Для вас это больше там передан мой опыт. Друзья, всем большой привет, на связи, как всегда, я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. Я рад вас приветствовать. Сегодня мы с вами поговорим на тему мультиакинга аккаунтов, а именно перейдем к разбору вопроса, почему важны такие дополнительные инструменты, как антидетект браузеры, прокси, на что они влияют, соответственно, где их найти, как их дешево купить, как легко ими пользоваться и так далее и тому подобное. Все дополнительные ссылки, инструкции будут под этим видео в описании, поэтому заранее подписывайтесь, нажимайте лайк, не будем затягивать и мы начинаем. Погнали! Итак, друзья, на моем канале уже выходило видео, называлось оно «Мультиаккаунты. Как безопасно делать мультиаккаунты, как правильно их гонять». И в этом видео, кто помнит или кто не смотрел, вот здесь вот я наверху прикреплю ссылочку, рекомендую обязательно перейти, посмотреть его, прежде чем переходить к той тематике, о которой мы сегодня с вами говорим. И именно здесь я разбирал, почему нам не нужны на предварительных этапах, когда мы делаем активности на площадках, нам не нужны антидетект браузеры, не нужны прокси, потому что все это ончейн активности, которые по IP-адресу не отслеживаются. Нет еще ни одного существующего проекта, ни вышедшего проекта, которые бы IP отслеживали. Если бы, в принципе, отслеживали в целом IP наших кошельков, то давно бы всех там уже брили и так далее и тому подобное. Уверен, что к этому проекты придут, но гораздо позже, да. Там, если сегодня на дворе 29 июня, то, если не ошибаюсь, полтора месяца назад MetaMask как раз выкатывал такое обновление, где мы с этим соглашались, что будем передавать там условно наши IP-ключи. Но проекты не обращаются к MetaMask для того, чтобы они дали им всю полностью базу, у кого какие IP-адреса, то есть они эту информацию не разглашают. Соответственно, в этом видео я разбирал, как правильно создавать Google профиля, да, то есть для удобства, если вы, к примеру, работаете в Google, проще всего создать Google профиль, на нем создать новый MetaMask и там, соответственно, взаимодействовать для того, чтобы у вас не было на одном профиле там огромное количество аккаунтов. Там, из своего опыта скажу, что больше 20 MetaMask'ов на одном Google профиле, ну, ты просто заколеблешься листать, постоянно искать, переключать между собой кошельки. Поэтому для этого первое, это выход, это Google профиля. Далее идем с вами, да, если вы там планируете, используете софты или хотите удобно выгрузить какие-то свои кошелечки, выход это CoinTool, генерация кошельков и импорт уже в MetaMask. Это тоже. И последний момент, который в мультиакинге нам нужен, да, то есть, соответственно, мы можем средства выводить с одной любой биржи на наши кошельки, но закидывать обратно, выводить их, да, если у нас там маленький деп, который мы прокручиваем на всех кошельках, нужно вводить на разные биржевые кошельки. Об этом я тоже в этом видеоролике рассказал, соответственно, о том, как создать депозитарные кошельки, как создать субаккаунты и так далее. И теперь у нас дело дошло до антидетект браузеров для прокси, которые решают задачу взаимодействия и использования различных социальных сетей. Что я имею в виду? Это дискорды, твиттеры, почты, фейсбуки, LinkedIn и так далее. У нас в следующих видеороликах обязательно еще будет тема различных паспортов, Gitcoin паспортов, Galaxy и так далее и тому подобное, которые используются как аналог KYC в будущих проектах, да, я думаю, которые будут его применять. И именно эти вещи мы там будем закачивать. Также после этого видео я расскажу, как раз покупать дискорды и все остальное. Поэтому переходим непосредственно к AdsPower. Это тот антидетект браузер, который я использую. Работает он исправно, огромное количество профилей туда можно загружать. Окна все параллельно в большом количестве открываются, все классно работает. Соответственно, внизу есть ссылочка, вот она у меня здесь, вы ее не видите, но в описании есть ссылка, переходите обязательно по ней вы получите скидку, да, и я буду выкатывать еще в своем телеграм-канале, после того, как выложу это видео, буду выкладывать промокоды для скидки, для получения там больше скидки, помимо реферальной ссылки в AdsPower. Соответственно, переходим по ссылке, и первое, что нам необходимо, это зарегистрироваться.
Регистрация происходит достаточно быстро, то есть все, что нам необходимо, там, либо по телефону, либо по почте, мы вводим свои данные, верифицируем, нам либо на номер телефона, либо на почту приходит код после того, как мы нажимаем Get Verification Code, потом мы вводим пароль, сложный пароль, но и не забываем вводить мой реферальный код, который также есть в описании. В принципе, когда переходите по ссылке, он автоматически выставляется. После чего вы, соответственно, нажимаете подтверждение и регистрируетесь. Дальше есть несколько форматов взаимодействия непосредственно с данным инструментом. Первый формат взаимодействия – это формат веб-приложения в браузере, вот таким вот образом оно выглядит. Вкратце пробежимся, да, здесь у нас представлен наш аккаунт, здесь есть у нас два бесплатных профиля браузера, да, и один пользователь, который может использовать это. Вот, соответственно, также здесь можно добавлять различные прокси и так далее и тому подобное. Что нам интересно для качественной большой работы, нам интересно непосредственно увеличение количества профилей, потому что сколько у нас аккаунтов, на каждый аккаунт, на каждый кошелек нам нужен профиль браузера. И в первую очередь там, мы разберемся в том непосредственно, как это покупать. Я, к примеру, использую больше функционал, и я говорил, что второй вариант использования это непосредственно у нас расширения, которые устанавливаются на ваш компьютер. Соответственно, вот здесь есть кнопочка «Скачать сейчас». Нажимаете, скачиваете и выгружаете там на свою операционную систему. И здесь, в принципе, здесь все выглядит точно так же, да. Здесь у вас отображаются ваши профили, здесь вы можете их открывать. Как их добавлять, мы сейчас с вами непосредственно разберем вместе с покупкой. Итак, для покупки что нам необходимо? Нажать кнопочку Upgrade. Дальше мы выбираем тот формат, количество профилей, который нам необходим. Я на этот профиль буду сейчас покупать 50 профилей. Да, одного пользователя мне более чем достаточно. Соответственно, нажимаю кнопку Upgrade, либо там месячная подписка. Соответственно, что у нас есть? У нас представлены скидки на данную подписку. Я, соответственно, выбираю там, на год для этого аккаунта. Соответственно, и удобный вариант оплаты для меня непосредственно USDT TRC20. Мы после того, как его выбираем, видим, что у нас представлено, что у нас будет 50 профилей, количество дней будет 360, соответственно, скидка $91, а скидка будет еще больше, когда вы будете вбивать мой код купона, который будет непосредственно у меня в телеграм-канале. Выбираем USDT TRC20, проверяем еще раз, что количество профилей 50, год, и нажимаем кнопочку «Оплатить». После чего нам выскакивает QR-код, по которому мы должны перевести. Итак, я беру свой телефон и после этого захожу на биржу и оплачиваю. Все, денежку я отправил. После того, как мы совершили это действие, нажимаем кнопку «Выполнено». После чего нам остается дождаться пополнения нашего кошелька и еще раз подтвердить оплату того тарифа, который мы с вами выбрали. Итак, друзья, после того, как мне пришло уведомление с биржи о том, что средства успешно выведены, буквально через минуту пришло письмо на почту от AdsPower о том, что выписан чек. Я перешел в раздел внизу платежи, увидел, что деньги пополнились и сразу вывелись. И обновились данные, то есть количество профилей у меня 50 доступно и дата окончания, соответственно, через 360 дней, целый год. После того, как мы с вами установили и оплатили и разобрались с AdsPower, следующий интересный момент, в котором мы будем принимать участие, это непосредственно прокси. Сейчас разберем, где их покупать, что для этого нужно и как их привязывать в наш профиль браузера для того, чтобы оптимизировать дальнейшую работу. Прокси я покупаю на таком сервисе, как ProxyLine. В принципе, достаточно интересный и удобный. Классно, что там есть поддержка, которая сразу в моменте помогает разбираться. Бывают случаи в различных сервисах по продаже прокси о том, что некоторые прокси не работают. Здесь же все быстро поддержка отвечает, меняет. У меня даже была такая ситуация, когда я случайным образом дважды пополнил ProxyLine, когда должен был пополнять AdsPower. Я написал в техподдержку, и деньги мне вывели на кошелек.
Поэтому рекомендую, пользуемся. Вот. Здесь также есть скидки, и также я приложу купоны на скидку 5, 10 и 15%. Кому как повезет, кто что скопирует и, соответственно, использует. Вот. Соответственно, также ссылка на регистрацию в описании. Мы берем, переходим по ней, попадаем на главную страничку, вводим свою почту, после этого проходим быстро капчу и нажимаем кнопку «Регистрация». Соответственно, на нашу почту, которую мы указали, приходит логин с паролем, после чего мы залогинимся и попадаем в личный кабинет. После того, как мы попали с вами в личный кабинет, нам необходимо в первую очередь пополнить кошелек. Прокси достаточно дешевые, там доходят до $2. Вот. На месяц также можете выбирать в режиме, в каком формате вы, соответственно, хотите оплачивать, там месяц, полгода, год и так далее. Здесь что интересно, что есть оплата в различных валютах. Я выбираю USDT TRC20, к примеру, хочу пополнить данный кошелек на $50, нажимаю кнопку «Оплатить». И, соответственно, меня перебрасывает на страничку пополнения своего кабинета. Я также могу вбить email, куда мне придет непосредственно чек. После чего нажимаем кнопку Pay. Дальше нас перебрасывают на эту страничку. Соответственно, повторяем точно так же. Берем свой смартфон, заходим на биржу и отправляем. Видим, сумма чуть больше. Получается $50.28. Соответственно, после отправки нам стоит ожидать, как придет уведомление с биржи о том, что деньги выведены. После чего данная страничка автоматически обновится, нас перебросит на главную страницу Proxyline, и мы увидим, что наш баланс пополнен. Итак, друзья, наша оплата прошла успешно, перекинула нас на такую вот страничку, да, и теперь данные приходят нам на почту, где мы можем проверить, а также можем перейти в личный кабинет, что я и сделал, и увидел, что мой баланс уже пополнился на $50. Дальше здесь видно предыдущие мои покупки, да, как я сейчас покажу, как быстро покупается профиль, точнее прокси, и дальше мы уже непосредственно разберем, каким именно образом его мы будем вбивать в профиль в ODS-ку. Итак, тип индивидуальный, версия IPv4, да, я выбираю Европу, там, к примеру, Германия, Испания, где-то так, вот, в принципе, пользуюсь всегда Германией, вот, соответственно, здесь видим количество, вбиваем там, какое нам необходимо, и вбиваем срок на 30 дней. Дальше, в раздел купон, я вбиваю купон, специальный купон, который вы можете применить, который даст вам 5% кэшбэка на ваш счет. Соответственно, нажимаете «Применить», и после применения нажимаете кнопку «Оплатить с баланса». Дальше, после того, как мы оплатили с баланса, да, мы видим полученное прокси. Он также может отображаться со всеми проксями, которые у нас есть, которые вот здесь вот помечены. Теперь нам необходимо вот эти вот данные вбить в наш профиль. Соответственно, друзья, у нас есть наше окно AdsPower, антидетект браузера, и есть окно Proxyline, где нам есть доступные прокси, которые мы будем вбивать. Как мы создаем профиль? Что мы делаем? Нажимаем кнопку «Новый профиль», после чего мы вбиваем имя нашего профиля, да, я там помечаю, к примеру, Google аккаунты, а также номер MetaMask, MetaMask 1. Дальше мы в ядре браузера выбираем, соответственно, то, что мы будем использовать. Я использую Chrome 111. Соответственно, дальше выбираем нашу операционную систему и переходим в тип прокси. Тип прокси выбираем HTTP, после чего нам необходимо вбить хост, логин, пароль и прокси. Это как раз та информация, которая указана здесь у нас. Соответственно, нам необходимо взять хост, вбиваем порт. Первый вариант порта, да, есть первый, есть второй. Мы вбиваем сейчас, к примеру, первый. Соответственно, есть такой вариант. Нам нужно будет проверять прокси. И я не рекомендую проверять прокси, пока вы не вобьете все данные. И также в случае, если там прокси сейчас не будет работать, мы можем просто поменять другой порт, и, возможно, с другим портом он будет работать. Соответственно, нажимаем кнопку «Проверить». Как видите, прокси не удается проверить в версии браузера, поэтому обязательно нужно скачивать полностью функционал в приложении, устанавливать на вашу операционную систему. Соответственно, я сейчас быстро вобью эти данные в свой аккаунт, который у меня находится в самом приложении на компьютере, и проверим наши данные. Соответственно, после того, как мы вбили эти данные непосредственно в приложение, проверяем, да, соответственно, что они верны, вбили первый вариант хоста, написали также название, все без изменений, нажимаем кнопку «Проверить прокси»,
И видим, что тест соединения пройден, соответственно. Итак, друзья, как вы поняли, вот здесь у меня после проверки прокси показывала Москва, соответственно, я должен был работать и прокси покупал в Германии. Соответственно, что я сделал? Я написал, чтобы мне поменяли прокси, показывала Москву, а не Германию. И, соответственно, прокси мне заменили. Соответственно, мы смотрим, как нам его поменяли, обновляем нашу страничку и видим, что старый профиль, точнее прокси был заменен, он выделен желтым. Соответственно, нам теперь необходимо в наш профиль ввести данные, которые принадлежат непосредственно новому прокси, и также проверить. Очень хорошо, что такая нестандартная ситуация у нас возникла непосредственно на записи ролика. Соответственно, в этом ничего страшного нет. Для вас это больше передан мой опыт, для того, чтобы вы, соответственно, не допустили ошибок. Ну а если какие-то моменты по ходу, когда вы будете это все делать, у вас возникнут, вы всегда можете написать комментарий и получить от меня ответ. Если там ответ будет долгий на ютубе, то обязательно перейти в телеграм-чат и там получить непосредственно ответ. Так, видим, что все я вбил, соответственно, ядро, HTTP, соответственно, хост, порт, все верно, взяли первый вариант порта. Также видим, что Германия, Берлин, нажимаем проверить прокси, и теперь видим, что регион Берлин, город Берлин, и теперь у нас новый профиль создан. Нажимаем кнопку ОК, после чего мы сейчас разворачиваем полностью с вами нашу ADS-ку. Видим, что SK23 MET1 у нас доступен. Нажимаем кнопку «Открыть». Получается, у нас сейчас выскакивает и открывается параллельно приложение. И браузер успешно активирован. Вот таким вот образом он выглядит. И мы видим в нем соединение. И вот каждый такой профиль в ADS мы будем наполнять. Будем наполнять расширением MetaMask, будем наполнять Discord, будем наполнять твиттерами и другими социальными активностями. И вот вкупе, да, я считаю, что к этому нужно переходить, когда вы их начинаете делать. Потому что обычные ончейн активности на площадках, на платформах проще всего делать непосредственно в Google браузере. Потому что сами понимаете, что этот процесс длительный, он опять же стоит денег, прокси, ADS, для того, чтобы начать это делать. Но в случае, если вы хотите перестраховаться, то этот вариант самый подходящий для новичков. Сразу начинать с ADS, с прокси, с мультиков и постепенно загонять все свои аккаунты на активности. В принципе, друзья, на этом наш видеоролик подошел к концу. Я благодарю вас за просмотр. Все ссылки на регистрации, все промокоды, все купоны стандартные будут в описании, а дополнительные купоны на большую скидку будут в моем телеграм-канале. Обязательно переходите, подписывайтесь, там вся информация, там же доступен чат, куда вы можете написать и получить абсолютно бесплатно ответ. Вот таким вот образом выглядит непосредственно мой телеграм-канал. Здесь много информации дополнительной, также розыгрыши под каждым видеороликом. Соответственно, если вы досмотрели этот видеоролик до конца, увидели код, пишите его в описании своего канала. Условия розыгрыша также в описании. Оставляйте тематические комментарии, возможно, вы заберете $10. Ну и как видите, тут есть дополнительные активности, которые я не публикую на ютубе. Ну и в чате моего канала непосредственно ребята получают ответы, задают вопросы и общаются друг с другом. И не забывайте подписываться на дополнительные медиа, это Crypto Kitchen. Соответственно, здесь мы выкладываем новости, и Crypto Kitchen Trade, где мы, соответственно, даем информацию по сделкам, которые проводим. На этом, друзья, ролик подошел к концу. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.